Халмахас Дустар, здравствуйте, дорогие друзья! Я недаром сегодня вас приветствую на башкирском языке, поскольку в программе «Аспекты мнений» сегодня замечательный и долгожданный гость, наш, я не побоюсь этого слова, прославленный земляк, музыкант, танцор, рэпер, поэт, в конце концов, и неравнодушный гражданин, наверное, что немаловажно, Алтынай Валитов. Алтынай, салям! Салям, Дустар! Всем привет! Я должен напомнить, что эфир прямой, поэтому мы с нетерпением ждем ваших реакций в чате YouTube-трансляции. Присылайте свои вопросы, пишите о том, что вы думаете об услышанном. В общем, все как всегда, здесь стараемся поддерживать принципы свободы слова. Начну с поздравления, Алтынай. Поскольку являюсь подписчиком, поздравляю с получением водительского удостоверения Соединенных Штатов, которое является, по сути, паспортом. Я ведь правильно говорю? Ну, да. Ну, не это... Ну, не гражданство, да, понятно. Ничего, ну, то есть это у меня первый американский документ, получается. И тут вместо паспорта можно использовать водительское право. Я правильно понял? Процедура относительно простая. Нужно сдать вождение и все. Или теорию тоже нужно было сдать? И теорию, и вождение. Ну, вождение я много показывал, потому что вождение мне сложнее было сдать. А теорию с первого раза сдал. Прекрасно. Поэтому... А на каком языке, если не секрет? На английском. На английском. То есть... Нет, теорию. Ну, на вождение мы на английском общались с экзаменатором, а на теории это на русском было. Ну да. Я как человек, который тоже в процессе нахожусь, поэтому интересуюсь. Ну ладно. Сколько уже месяцев в Соединенных Штатах? 8 месяцев уже. Вот время идет. Уже скоро будет год, считаю, это, блин, быстро проходит время, конечно. Ну, много уже времени действительно прошло, улеглись некие страсти, наверняка уже удалось что-то переварить, принять к сведению, сделать выводы, пообщаться с близкими, с друзьями, услышать какую-то обратную связь от друзей, от недоброжелателей тоже, наверное, приходилось что-то слышать. Вот какие на сегодняшний день мысли? Все правильно сделал или можно было как-то иначе? Тех событий и про мое вот это видео, выступление, и если бы сейчас, то есть у меня был бы выбор, как бы зная, чем это обернется, я бы все равно поступил бы так же. То есть это моя совесть, и то есть в тот момент вот я внутри, в душе чувствовал, что я не могу иначе, поэтому высказался, и вот так все обернулось. Но все равно это ты меня понимаешь, наверное. Чужая страна — это чужая страна, и все равно вот очень сильно хочется домой. Конечно, этот вопрос я даже не задаю, я, в общем, понимаю на него ответ, это очевидно. Ну, опять же, очень правильно ты это озвучиваешь, учитывая, что не все зрители, может быть, понимают, особенно недоброжелатели часто думают или говорят, по крайней мере, иначе. А на сегодняшний день, опять же, с точки зрения эмоций я понял, а с точки зрения анализа, действительно ли отъезд был неизбежен? Или есть вероятность, что, может быть, все обошлось бы, если бы остался? Были звонки в тот момент, когда я свои видео опубликовал, были угрозы, непосредственно по телефону были угрозы, и от знакомых, в том числе, которые и в администрации работают. Мне как артист, мне приходилось и там и с администрацией работать, и там сям у меня есть знакомые. И вот по их как бы речам, по их советам мне лучше было уезжать, конечно. То есть оставаться было опасно. А по поводу именно, что бы со мной сделали, я не знаю, может быть, тоже публично
закрыли, посадили, может быть, какие-то санкции применили или там выбор какой-то мне предоставили, может, чтобы я извинился публично, не знаю. То есть думал о многом, конечно, и этот момент переваривал много в голове. Ну, я думаю, и сейчас то, что оставаться я не мог, так как семья, то есть и семью обеспечивать надо, и я не знаю, и вот я не мог, я бы не смог жить, то есть даже если там в лучшем случае там они как бы как-нибудь там договорились бы со мной, я бы извинился бы там или еще что-то, и мне все равно надо было бы работать на них уже после этого. Причем с двойной силой надо было бы выйти на... Двойной силой, так сказать, это ну, не буду говорить, как лизать надо было бы. Ну да, ну да. А внутри я бы, ну, с этим я бы не смог смириться, я думаю. Мне сложно. То есть я вот выступаю с концертами, я именно вот артист в Башкортостане уже больше 5 лет, наверное, лет 7. Мгм. И мне вот все равно как-то приходилось контактировать с администрацией и как-то там лавировать, и мне было очень сложно с ними, то есть ну, взаимодействовать, потому что приходилось где-то уступать, а в душе горело. А сейчас после этих событий там еще с двойной отдачей как бы с ними работать я бы уже не смог, подумать. Мгм. Но я так понял, среди них все-таки есть люди относительно, ну, скажем, достойные, которые как раз-таки и стали предупреждать. Я же понимаю, что они не с угрозой звонили, а предупреждая об угрозе. Да. Предупреждаю об угрозе. Да, там есть, конечно, то есть и те, кто там горят за Башкортостан, за культуру, и те, кто сами осуждают, там и власть есть, ну, там очень много тех, кто уже вот они мне напоминают вот фильм «Пираты Карибского моря», там во второй части там ну вот эти люди вот этого щупальца, вот они были часть корабля, часть команды, то есть они были уже въевшиеся в часть корабля, короче, они прям составляли этот корабль, короче, вот, и эти люди, вот, ну, у меня ассоциация вот с этим фильмом, то есть они там зомбированы, они не видят, ну, что творится там у народа, чем дышит народ, они не понимают. Я им говорю одно, а вот они вот, ну, как бы сквозь смотрят. У меня вот ощущение такое было, ну, с некоторыми работой. Я зрителям подскажу, я вспомнил, Дэвид Джонс звали этого монстра. Дэвид Джонс, да. Вот. И там вот их команда, там часть корабля была, некоторые уже прям, ну, как палуба стояли. Да, так точно. А вот сейчас, спустя много времени, опять же, остаются наверняка контакты, пусть не с какими-то представителями администрации, но с какими-то коллегами по цеху. Или вообще вот в ноль это все сошлось? Ну, общаюсь, да, со знакомыми, с друзьями там, то есть контакты остались, да. Не, друзей я не имел в виду. Имел в виду вот артистов, с кем выступал на одной сцене, на Да, фестивалях там. и с артистами, да, и с некоторыми вот, и из администрации, там с людьми, да, остались контакты. Ну, не часто общаемся, ну, Хальдар Несек, что как-то там вот Мгм. общаемся.
Ладно, хорошо, это радует. Хотелось бы все-таки несколько серьезных вопросов по существу, да? Пытались ли выходить на связь какие-нибудь представители силовых органов? Ну, даже формально прислать там повестку на допрос или на опрос в качестве свидетеля, что-нибудь такое, официально или неофициально? Какие-то были вот подобные выходы? Пытались выходить там через знакомых, там знакомым и родным тоже там передавали как бы приветы, типа пусть Алтынай с нами выйдет на связь, тут ему ничего не угрожает, пусть не возвращается домой, мы с ним там договоримся, все нормально будет. То есть э, такие приветы были. Ну, я, то есть уже, ну, я им не верю, никак не могу верить уже. А как оцениваешь ту пропаганду, скажем, да, которая старается не забывать, так скажем, и периодически подкидывать дров в поленницу, всячески вспоминая тот самый знаменитый ролик, реагируя на какие-то новые посты? Живу, да. Да, 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 да. Вот не проходят и недели, обязательно что-нибудь-то обратят внимание. Не они бы так, может быть, забыли бы уже, но нет. Ну, сейчас я, то есть я не занимаюсь прям оппозицией, то есть я и там не занимался. Вот что у меня в душе горело, вот я это и говорил. То есть, ну вот так на политика, оппозиция я прям не занимался. Мгм. Чем я был не согласен, что меня смущало, вот я об этом я говорил просто им. Вот. Сейчас я тоже, ну, мне не интересна политика. Да, мне хочется, чтобы в Башкортостане у нас на стороне все было иначе, все улучшилось. И я свои какие-то мысли излагаю вот это в своих песнях. Но вот Творчество. так позиции я прям не занимаюсь. И ну, на их там эти под, подколы я реагирую. То есть я иногда специально там что-нибудь у себя сниму, короче, вот тут США, мы кайфуем, чтобы они еще больше там Ага. бомбили, чтобы, ну не знаю, я просто ну, с ними заигрываю, и мне прикольно. Да, я согласен, это прекрасная позиция. Подыгрывать нужно в этой Да, да. грязной игре. Ну, в душе обидно, конечно, то, что они так пишут, там, иногда там я об этом думаю, эх, вот они, сволочи, там, все не уймутся. Ну, стараюсь вот это вот так преодолевать в позитивной форме, то есть пусть пишут. Ну, это же это не наоборот хорошо мне, как, ну, как артиста, вот меня упоминают. Мгм. А вот интересно, в личных сообщениях, там, в том же Инстаграм, наверняка их было много. Я понимаю, было много слов поддержки. Кстати, и прямо сейчас в чате люди пишут слова поддержки. Но ведь были, наверное, люди, кто искренне, не с точки зрения пропаганды, как это делают вот эти вот наши телеграм-каналы, а искренне писали, как же так? Ну, то есть искренне подумали, что предатель и враг страны, и вот это вот все. Мы же знаем, что люди такие есть. Много ли таких было? Ну, в соцсетях, ну вот у меня в Инстаграме таких было немного, то есть там у меня своя аудитория, и в основном подписчики пишут. А вот в YouTube я когда выкладываю видео, там очень много и негативных комментариев, и позитивных. Вот, есть такие люди, да, кто искренне так думает, мне кажется. Ну, я уже сейчас думаю то, что, ну вот я до этого, находясь у себя в стране, я думал, те, кто вот
за, допустим, вот они там зомбированы, они неграмотные, неумные люди, короче, я так думал. А сейчас я спустя время, то есть вот увидев в мире, то есть у каждого, да, да, даже среди таких людей умные люди, есть, образованные, вот прям и в политике разбираются, и там ну, широко мыслит про геополитику рассказывают. То есть и вот и среди моих знакомых даже есть вот такие люди, и вот они вот то есть как они мне рассказывают, мне с их стороны тоже как будто бы какая-то правда есть, вот так кажется, не знаю. То есть вот если там смотреть со стороны, то есть с глобальной стороны, всегда были войны, всегда были конфликты, мы люди так устроены, все мы люди. Иногда так думаю. Я понимаю, это поиск, конечно. Да, но в душе все равно у меня своя какая-то позиция есть, и в душе обидно за свой народ и за Башкортостан. Ну, если позволишь, я скажу, что абсолютно правильная позиция. И те, у кого есть своя правда, как ты говоришь, это на самом деле, на мой взгляд, все-таки неправда. Это манипуляция фактами, умелая, грамотная, конечно, но чаще всего манипуляция в интересах своего собственного положения и укрепления этого положения. Ну ладно. Что касается... Я понял сейчас... Из предыдущего, что не только о Башкортостане речь ведь шла, да, не только о баймакских событиях, а вообще в целом о том, что происходит в России, вокруг нее, вот эта война и так далее. Так ведь? Ну, в целом, да, то есть, ну, все события, то есть, оставляют свои отпечатки, конечно. В целом, да. Ну, я в целом про Россию вот я не хочу говорить, если честно. Ну, я все-таки спрошу. Я думаю, вот как вы думаете, вот я думаю так же, как и думаю ваши подписчики, но озвучивает это открыто. Вот я такой, ну, я против этого, я против того. Вот я не хочу сейчас. Я просто... Может быть, именно сейчас я нахожусь в таком состоянии, что мне вот период адаптации, может быть, я к этой новой стране я привыкну, но вот на данный момент все никак я не могу привыкнуть, и не знаю, очень хочется домой, поэтому вот совсем вот закрывать себе пути и рвать мосты, вот, ну, не хочется сейчас, поэтому... Я понимаю. И это козырь в руках наших оппонентов, да? Мысли я пишу в своем творчестве, в музыке, в песне я это излагаю. Да, и там уже не фильтруешь, как говорится, да? Фильтрую. Все-таки там... тоже? Нет, ну не фильтрую, я и играю вот так, короче, то есть и не придраться, но те, кто в курсе, те, кто поймут, те поймут. Имеющие уши да услышат, конечно. Вот я, в общем, прекрасно знаю, о чем речь. Вот, я правильно понимаю, наверное, ведь кто-то уже связывался из тех самых ребят, кто как раз политикой занимается. Давай к нам, будешь нашим, я не знаю, там, правой рукой, хедлайнером, флагом, мы тебя поднимем на щит и будем вместе, значит, бороться. Наверняка же были предложения. Ну, сейчас, после этих событий, как я уехал, нет. Да, меня это ну, не лично, а через кого-то там вот эти приветы передавали, пусть
про тех, кто за границей, кто в оппозиции находится. Вот ты же подчеркиваешь, я не политик, я не в оппозиции, я просто гражданин. Вот. Предлагали? Конкретно, конкретно вот таких нет, не было. Вот типа, ну типа, айда с нами, вот будем там правду рубить, вот так напрямую не говорили, но выходили, предлагали какую-то помощь, общались, то есть, ну, так. Ну, я, то есть, ну, сам я вижу, как бы, кто это люди, ну, я с ними могу там и общаться, там, салям, чё, как халдак, все нормально, типа, ну, я знаю, что, ну, вот, конкретно с ними работать я не хочу. Да. Ну, есть своя работа, творчество, это я понимаю, главное. У меня есть вот это свое видение, и я сам без посторонней помощи я могу это излагать у себя там на канале, в песнях, вот так. И мне этого хватает, и я думаю, что определенную лепту я этим тоже вношу. Да, это замечательно. Кстати, творчество. Насколько стало сложнее, или, может быть, не стало сложнее заниматься творчеством, находясь не дома? Это же требует, я не знаю, помощи людей, технические какие-то возможности должны быть. Это, да, требует и времени свободного, и денег, чтобы там ну, где-то это записывать, там аранжировку делать, вот это все. Ну, сейчас вот я две песни я, ну, так на коленке, так сказать, я выпустил за эти 8 месяцев, ну, конкретно творчеством прям активно, как это было до всех этих событий. Сейчас не получается, так как мы в новой стране, то есть в чужой, в непонятном для нас месте, и у меня семья, и мне надо деньги зарабатывать, поэтому больше именно это работаю, чтобы жить. Если не секрет, как зарабатываешь? Ну, на крипте сейчас мы работаем. Ну, не сейчас уже, я больше 1,5 года этим занимаюсь. До этого сам занимался, потом школу открыли, и сейчас вот и школу там, и людей обучаем, и сами занимаемся вот так. Это, я так понимаю, онлайн и на российскую аудиторию, башкортостанскую даже, я бы сказал. Ну это удаленно, да. Ну, школа у нас, да, с башкортостанцами, башкиры у нас обучаются, а так я сам в крипте, то есть и в США можно зарабатывать, ну это везде можно зарабатывать. Да, понятно. Тут был вопрос, кстати, от нашего зрителя, как тебе цена на биткоин? Я просто сообщу тем, кто не в курсе, биткоин после выборов американских и победы Трампа побил новый исторический рекорд стоимости. Цена отлично, то есть, да, биткоин поднимается, но мы не так работаем, то есть нам хоть там определенные монеты поднимаются, хоть они падают, то есть мы на динамике вот зарабатываем. У нас межбиржевой арбитраж, поэтому нам без разницы, хоть она поднимется, хоть упадет. Вот эта активность, да, нам хорошо. То, что там не на фоне Трампа, там, короче, биткоин там не скакивает, вот эта активность нам на руку. Спасибо. Тут я, опять же, цитировать все благодарности и похвалы не буду. Афарин, молодец, так держать и прочее. Очень много сообщений. Приглашение в Прагу даже есть. Будешь в Праге, дай знать, встретим, разместим. Все будет на высшем уровне. В Европе ждут. В общем, и...
Дальше. Все-таки возвращаясь к нашим, скажем, баранам, к нашим событиям. Баймак. То, с чего все началось. Больше 80 парней из Башкортостана, не только парней, уж надо правде в глаза смотреть, находятся в ЗАГСе, постепенно начинаются, признают вину частенько, идут на сделку со следствием. Я уж не знаю, можно догадываться. Причины у всех свои, но, скорее всего, это давление, скорее всего, это уговоры, и люди думают, что вот им так будет легче. Какие мысли возникают на этот счет, когда ты вот глядишь на это со стороны и делаешь выводы? Я почему спрашиваю, сразу отмечу, недоброжелатели всякий раз говорят, вот сам, дескать, кашу заварил, уехал, а парни страдают. Я-то, конечно, знаю, что Алтанай тут ни при чем. Алтанай вообще выступил после событий, а не до. Но все-таки обвиняют же. Ну, обвиняют, да, да, я тоже с этим сейчас смирился. То есть, чем ты известный, чем ты активнее, тем больше у тебя и друзей, и врагов. Поэтому я это уже осознал, поэтому сейчас особо стараюсь на это внимание обращать. По поводу тех, кто сейчас сидят, очень обидно, конечно, и моих хорошие друзья там есть. Ну, я как могу, я помогаю, кстати, хотя там в провластных этих каналах что вот сам не будет здесь кем-то сидят, чем-то помочь. Короче, я помогаю, и когда был в Турции еще, то есть в процессе этого всего пути до США, тоже там отправлял какие-никакие суммы. Стараюсь, то есть я сам внутри свою причастность к этому как-то какую-то ощущаю, но мы все равно хоть и мы знаем, что, то есть я выступил вот с этим видео и с приглашением, так скажем, выйти на митинг, это на 19 января было. Я это видео выпустил 17 вечером, то есть после того, как там уже в Баймаке вот это все произошло, перевернулось. То есть, видя все эти события, мне было очень обидно за наших ребят, как их там избивают, как их там уже на автозаках возят. Вот, я не смог это выдержать. Вот, я не знаю, что-то у меня внутри подтолкнуло, короче, у меня мозг там отключился. Вот. Алтанай, такие вещи, мне кажется, либо человек понимает сразу, либо не понимает и не поймет никогда, поэтому ты это объясняешь. Ну, тем, кому это нужно объяснять, наверное, им не нужно объяснять. Понимаешь, да? А кто понимает, он понимает. А с ребятами и сейчас там с семьями, с некоторыми там общаемся, как они там. Обидно, конечно, ну что еще делать? То есть я как могу, то есть, но я не открыто их вот так поддерживаю. Ну там рубли отправляю, сколько могу. Ну, это огромное дело, на самом деле. А теперь тогда расскажи-ка нам, как там американские власти? Они уже, наверное, пришли с предложением работать на разрушение России? Или как это? Сколько предлагают денег? Заключили уже договор? Плевать, вот это выдуманные пропаганды, вот этот... как сказать, отмазка к тем, кто
уезжать из страны, вот они уехали там из-за Своим того, кураторам, вот забыл слово, кураторы сейчас им объяснят. да, Мгм. это очень выгодная, популярная отмазка у них. Я не знаю, может быть, там у каких-то там больших, я не знаю, может, то есть я не общался, не интересовался, но вот то, что увидел я, то, что вижу я, то есть, ну, события у нас были в деревне, в Баймаке, то есть это в самом центре России, в деревне где-то в глуши, вот неужели можно в это не поверить, то, что кто-то смог там не какая-то американская разведка или там с помощью кураторов, там не внутри, там не деревенский башкирский народ как-то целенаправленно курировать, это, ну, это Ну, бред, конечно. в здравом уме как бы невозможно поверить. Вот. А так, да никто не знает, вот, и про меня тут не знают, то есть, ну, я имею в виду этот администрация, еще что-то. Мгм. Тут полно, полно иммигрантов, таких, как я, сам со своими проблемами со всего мира полно, то есть мы также это через суд, все это не доказывать будем, то, что нам вот потребуется убежище, на каких основаниях, вот там мы не можем в свою страну не вернуться, также мы это все будем доказывать. Также мне пришлось нанимать адвоката, они здесь очень, очень дорогие. Вот у нас адвокат стоит 13 тысяч. Вот. И ну, суд еще непонятно, это 13 тысяч долларов. То есть, Да-да, я понимаю, 1 300 000 на русском. да, 1 300 000 будет. То есть, ну, это мы, ну, всю сумму мы не сразу оплачиваем, а вот не в процессе. А нам еще и суд не назначен. То есть иммигрантов полно, и суды тут ждут по несколько лет, там 2-3 года, 5, 8, вот так. Поэтому еще ну, непонятно суд, когда будет, и сможем ли мы выиграть суд, чтобы ну, здесь уже официально жить. То есть, а если бы кто-то интересовался бы мной, там, чтобы я там на кого-то работал здесь, то это, ну, мне было бы легко, я мой этот Алтынай, приезжай, все тебе сделаем, и так было бы. Ну, этого нет, конечно, да. Я тоже теоретически допускаю, что у каких-нибудь больших есть, но я ни разу не встречал, ни близко, ни рядом. Процитирую дословно вопрос на родном языке. Дик спрашивает. Алтынай, хин милләтебезнең киләсәге турында нимә уйлыйсың? Переведу на русский. Что ты, Алтынай, думаешь по поводу будущего нашего народа? Да, я бы хотел ответить на башкирском. Мне, кстати, говорить на башкирском намного легче, потому что я до 9 класса жил в Бурзяне, учился и говорил только на башкирском. Переехав в город, в Уфу, то есть я не умел говорить даже на русском. Даже сейчас, вот формулируя свои мысли, я думаю на башкирском переводу, поэтому мне очень сложно сейчас говорить. Вот, милләтебеҙгә килгәндә нимә әйтәһем килә? Ну, әгәр дә ошолай дауам итһә, әгәр дә ошолай булһа, беҙҙең милләтебеҙҙең киләсәге юҡ. Сөнки беҙ уже ассимилируаться итеп, урыҫлашып, бер монолитный урыҫ милләтенә әйләнәбеҙ. Шуға күрә белмәйем.
элеги нелер менен тенденцияларынан биздин миллетибиздин келесине караңгы. Мгм. Аңлашылды, да. Эгерде халык биренчиси одуматься этип, аңга келип, бир түрлүү өзгөрүштөр гана болмаса. Мгм. Вот на это власть ответит, как сейчас отвечает. Я не имею в виду грубые ответы, а вот более-менее цивилизованные. Они скажут, у нас все нормально, башкирская культура развивается, у нас башкирский театр драмы есть, ансамбли есть, на родном языке можно говорить, диктанты пишем башкирские. В общем, все хорошо. Что вам не нравится? Да, вот, и я всегда спорю с такими, ну вот, и русские друзья у меня есть, и татары, ну, разные национальности есть. Ну, некоторые мне вот так говорят, то есть кто вам запрещает говорить на своем родном языке, учите своих детей, это от вас все зависит, балаларыңызды бәләкәйдән өйрәтһә керек. Ну вот то есть хоть я сейчас и перевожу слова на русский, я когда жил в Уфе уже долгое время, я себя ловил на мысли, я то есть и с женой там, и с другими башкирами у меня очень много русских слов выскакивают, то есть я иногда могу там все предложение, то есть обрусел очень сильно. Вот. Почему это происходит? Потому что да, вот я башкорт районунда өскенмін, 9 классқа кеттім, орыс тілін вообще білмедім бит. Мені башкортша үйренгенмін бит, но мен өзімде уже орысшаны кошып сөйлеймін. Біздің әлеге балалар, хоть аларда башкортша үйрет, аларга башкорт тілін қолданырга урын юк. То есть башкорт тілі именно на бытовом уровне только может использоваться, то есть дома, там, с родителями могут общаться, то есть чтобы как-то взаимодействовать с обществом, там, не только с обществом, то есть все вот эти структуры, там, госструктуры, там, больницы, вот эти школы, там, это все на русском битинде. Да, документы, вот. Понятно, справки. То есть вот все это было бы изначально в учебниках, учили бы на башкирском, то есть вот эти все предметы, вот эти все там биологию, химию, там и в университетах учили бы, то есть уже вот эти все профессии, они на башкирском было бы общались бы, там, с врачами, там, вот. А все это на русском, и поэтому, то есть, работая, контактируя с обществом, мы все равно общаемся на русском. Поэтому башкорт тілі сейчас на бытовом только уровне. Из-за этого хоть учи своего ребенка, хоть не учи, он будет на русском общаться с окружающими, со всеми. Мен так это вижу. Из-за этого вижу. Интересно, кстати, уточню. А в Бурзяне до 9 класса в школе преподавание тоже на русском было все-таки или еще на башкирском тогда было? На башкирском было до 7-го, что ли, до 8-го, что ли, где-то так. Но я сам 92-го года в школу пошел в 99-м, и вот до 7-го где-то класса все на башкирском было. И алгебра, геометрия, вся химия, и биология. А теперь все на русском, все, то есть. А мы сидели, короче, вот этот алгебра,
кәсір, бе, типа, тамырақтында, биш, типа, вот это вот мы все считали, все на башкирском было раньше. Ну, 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 вы да, сами все знаете, это конечно, конечно. откуда это все, то есть почему это все, об этом тоже не буду говорить. Вот тут у нас есть постоянный зритель, который часто критикует то, о чем мы говорим, и он пишет: «Нацию не убить, глупости не говорите. В 90-е также было. 70 лет коммунизма, язык не изучали и так далее». Я сразу позволю не согласиться. При большевиках, при коммунистах как раз все-таки в деревнях национальные школы были, и изучались предметы на родном языке. Все предметы. Так учились мои двоюродные сестры, братья, так учились мои родители. Вот как Алтынай сейчас рассказывает, так же учились. До 9 класса, как минимум. До 8, ладно. Тогда была 10-летняя школа. Вот. И только сейчас, в 2000-е годы, это все отменилось. Я, возможно, уже даже ответил. Ну, Алтынай, давай тоже. Ну, я не знаю, что там, как там было в СССР, ну, то есть по рассказам я тоже слышал то, что, ну, это был СССР даже, то есть не Руссия, не российская там что-то, это был СССР, социалистическое, союзные, вот эти объединения было. То есть там ни слова про какую-то определенную нацию. Именно так. А то, что не убить, вот он утверждает. Не согласен, правильно? Не убить нацию, он утверждает. Не согласен, да, с этим мнением? То есть убить, то есть целенаправленно могут иногда вот так потихоньку, постепенно, ну уже умирает. Вот я с концертами я ездил и в школы. Вот мы когда приезжали в школы там к себе в Бурзянский район, а там вот 99,9% башкиры, там все башкорттарны, то есть общаются, то есть контактируют, ну все башкиры. И в школах я ни разу, вот я раньше не слышал, чтобы кто-то на русском общался. И вот я приезжаю с концертом в школы, а там все на русском общаются. Все дети, то есть вот Старосубхангул у нас в районном центре, они общаются на русском и между собой. То есть самым концентрированном башкиром и башкирском районе уже там на русском общаются многие. Поэтому я не знаю, что будет с нашей национальностью, если это так будет продолжаться. А вот при этом не было ли случаев с выступлением? Ну, наверное, в Бурзяне все-таки не было, да? Зрители понимали, о чем поешь и так далее. Они на башкирском, они понимают, то есть я с ними общаюсь на башкирском, они меня понимают, но отвечают они на русском сами. Вот это очень странно. Удивительно, чтобы в Старосубхангулу так было. Для меня, я в шоке сижу, я думал, там, по крайней мере, не так. Нет, ну не все, то есть не старшеклассники, в большинстве уже общаются на русском. А там не младших, там еще на башкирском общаются. Ну, пока еще, да, от дома недалеко отошли. Старшеклассники уже общаются на русском между собой. А не было в карьере музыканта, певца такого, чтобы кто-то говорил: ты, Алтынай, молодец, красиво читаешь рэп, значит, танцуешь круто. Ну вот не понимаю я ни хрена, давай по-русски. Не было таких? То есть нет, я вот, мне очень много кто вот после этого видео, после этих событий очень много писали комментаторы всякие, то, что я это националист, там, вот ты нацист, националист, короче. Хотя я там, если пересматривать это видео, я ни слова
Про превосходство там не было ни слова, там было про спасение. Слово, то есть я наоборот, я говорил, ну не все же мы русские. То есть Россия многонациональная страна, но видит, то есть мы русские, везде это со всех щелей этот пропаганда мы русские, мы русские. То есть я наоборот против этого русского национализма, то есть высказался, то есть давайте жить как бы вместе, то есть не разделять вот именно все русские, а вот мы можем быть и башкиры, и татары, и там калмыки, тувинцы, вот так я сказал, но на меня набросились эти русские националисты. Вот. Конечно. Поэтому... Да-да, я понимаю, мы хотим быть самим собой, да, дайте нам право быть самими собой, а у них позиция такая, нет, будьте русскими прежде всего, а там где-нибудь дома, ну, немножко там, ладно, чтобы мы не видели только, как бы, окей, типа, разговаривайте, но только не с нами. Я прекрасно понимаю. То же самое пишут наши зрители в подавляющем большинстве, пишут, что, значит, про Бабая тут и прочее, прочее, просят приходить еще на эфир, хотя бы иногда, комментировать текущие события, видимо, предлагают люди. Ну ладно, это мы обсудим, я тут буду только рад. Вот. Но ближе к завершению тогда двигаемся. Хотелось бы, так вот, как у нас вроде бы не принято, но почему бы и нет, сказать несколько слов землякам, соотечественникам, как говорится, миллет эшлерге, да, то есть вот хочется пожелать башкортостанцам? Башқұрт халқына мен теләринен кеңірек қарарға, кеңірек көрерге, то есть бір көбірек оқырға, көбірек. Вот мен любил раньше смотреть, так как я вырос в Бурзяне, у нас там 3 телевизионных канала только показывали, и вот там что показывают, мы только это и смотрели. И вот там была передача про суд, короче, то ли суд идет, короче, вот это я очень любил смотреть, мне было интересно. И вот там, смотря вот эти передачи, я понял одно, то, что там вот сидит подсудимый и сидит подсудимый и прокурор, то есть сторона защиты и сторона обвинения. И это сначала встает прокурор и все рассказывает, короче, то есть выдвигает обвинение со всеми фактами. И ты это смотришь, короче, и ты про этого подсудимого ты думаешь, вот он козел, вот, а он еще и насильник, вот он все, надо его посадить, короче. А потом этот встает сторона защиты, и уже с его стороны открывается общая картина. То есть вот уже когда только обе стороны посмотришь, тогда ты только видишь общую картину, и ты уже, как только адвокат там выступает, и ты уже видишь то, что оказывается он-то невиновен, а мы-то думали вот так, оказывается, он хороший человек. Поэтому всегда нужно, вот я как бы с тех пор я понял то, что всегда нужно с двух сторон интересоваться, да, смотреть, то есть не смотреть только там одну сторону и не зомбироваться, то есть и эту сторону смотреть, и другую сторону смотреть, сопоставлять, интересоваться, изучать, и тогда только какая-никакая общая картина открывается. Поэтому я бы хотел пожелать башкортостанцам именно этого, то, что не в одну точку смотрели и не субъективно, то есть именно вот со всех сторон критическое мышление у людей было.
Вот. Ну и біздің Ақмола айтқан башқұрттарын оқу керек. Вот. Ну, в общем, добавить нечего. Зур Рахмат, я напомню нашим зрителям, хотя это будет лишним, с другой стороны, никогда не будет лишним напомнить, артист, замечательный музыкант, танцор и просто неравнодушный человек Алтанай Валитов был гостем программы «Аспекты мнений». Друзья, не забудьте про лайки, про комментарии также не забудьте. Будем вам признательны. Всем пока. Спасибо, всем пока.